Доброе утро, Якутия. Я Руслан Ачиров. В этой студии сегодня рад приветствовать вас на каналах НВК Саха и Якутия-24. Это «Утро Якутии», и я надеюсь, что нас смотрят даже в самых-самых удаленных уголках нашей республики. Но я предлагаю сегодня это выяснить, и прямо сейчас с утра сделаем небольшую перекличку. Напишите нам на наш номер 8 914 273 44 88 или в наш телеграм-канал «Утро Якутии». Откуда сейчас нас смотрите? Напишите название вашего населенного пункта, можно даже свое имя. А мы узнаем точно, где же нас смотрят. Ну что, ждем ваших сообщений, а сегодня мы поздравляем наших учителей, ведь сегодня День учителя. Расскажем о людях, чье предназначение – наставничество и воспитание подрастающего поколения. Ждем также в гости артистов молодежного театра из Республики Коми. Они приехали в Якутск благодаря проекту «Большие гастроли». Узнаем секреты долголетия жительницы Хандыги, которой исполнилось 101 год. А также научим, как самому провести осеннюю фотосессию на природе. Будьте с нами, ну а начнем мы, как обычно, с погоды. По состоянию на 6 утра в центральных районах республики температура воздуха составляла от -6 до -2 градусов. В заречной группе районов 13-4 градуса мороза. В южных -5. В Вилюйской группе районов -8-0 градусов, в Нижнеленских от 5 до 4 градусов ниже нуля. В западных -2, -1. В Колымо-Индигирской группе Лусов 10-3 градуса мороза, в Янских -12, -8. На северо-западе республики температура воздуха составляла -5, -3 градуса. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха была -4 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем без существенных осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от -1 до +1 градуса. Но чем же еще запомнился этот день в истории и чьи именины сегодня будем отмечать? Далее в нашей рубрике «Даты и события». На календаре 5 октября, и в этот день отмечают День работников уголовного розыска в России, День образования Республики Адыгея, День Республики в Португалии. По народному календарю в этот день особенно чествуют двух святых – мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька, крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом. Фоку русские почитали как защитника от пожаров, а также спасителя утопающих. Также день называли листопадный, потому что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев. Приметы: если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени. В этот день Христофор Колумб открыл Коста-Рику. В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя, сборник рассказов назывался «В наше время». Исследователь Арктики Георгий Ушаков завершил открытие Северной Земли и водрузил советский флаг на ее западном берегу. В Великобритании вышел первый сингл Beatles «Love Me Do». СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Родились в этот день итальянский художник Франческо Гварди, князь Евгений Трубецкой, русский религиозный философ, публицист, общественный деятель. Варвара Мясникова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Стив Миллер, американский рок-певец и гитарист. Инна Чурикова, народная артистка СССР. Кейт Уинслет, британская актриса, обладательница Оскара. Именины празднуют Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Мартин, Николай, Макар, Петр, Федор, Феофан и Фока. Сегодня, как мы уже говорили, День учителя. У каждого человека есть свой учитель, советы и наставления которых мы помним и дорожим ими всю свою жизнь. Давайте сегодня поздравим их с профессиональным праздником, где бы мы ни были и чем бы мы ни занимались. Любую школу, несомненно, славят ее выпускники. Одной из самых известных и рейтинговых школ республики, куда стремятся отдать своих детей родители, является Республиканская физико-математическая школа, ныне РЛИ.
И сегодня в республике, посвященной столетию СССР, речь пойдет о создателе этой уникальной школы Исмаиле Алиеве, учителе с большой буквы. Доброе утро, дорогие телезрители! 1 сентября 1972 году в Якутии была открыта первая элитарная школа – Республиканская физико-математическая школа при Якутском государственном университете. Инициатором и первым директором этой школы был новосибирский ученый, кандидат физико-математических наук Алиев Исмаил Шахбаз Аглы. Будучи преподавателем Новосибирского университета, он заметил, что у молодежи из Якутии интересный склад ума. Когда он задавал одно и то же задание всей аудитории, все остальные, кроме студентов из Якутии, решали по правилам. А молодежь из Якутии, студенты из Якутии, они решали по-своему, но всегда приходили к правильному ответу. Исмаила Шахбаза Аглы пригласили на работу в Якутский государственный университет. Он задался целью воспитать новое поколение физиков и математиков. И уже через год работы в Якутии он открыл Республиканскую физико-математическую школу. Ему удалось привлечь к активной работе в школе таких маститых ученых, как Шафер Юрий Георгиевич, Крымский Гермоген Филиппович, Сафронов Егор Тимофеевич. Алиев Исмаил Шахбаз Аглы был человеком большого сердца. Он мог до утра просидеть у постели своего учащегося, если у него была большая температура, высокая температура. Он мог запросто отдать фрукты, которые нес домой, своему ученику, который простудился. И был даже такой случай, когда он попросил свою жену отдать свое пальто школьнице, у которой не было одежды, чтобы перезимовать. Он так старался создать идеальные условия для своих воспитанников. На собрании педагогам он говорил: на работу с плохим настроением никогда не приходите, иначе у нас ничего не получится. Выпускники Алиевского периода с удовольствием вспоминают отборочные летние физико-математические школы, которые проходили в поселке Верхних Бестях. Дважды даже эти летние школы были организованы в Крыму. И школа Алиева дала прекрасные плоды. Из выпускников физико-математической республиканской школы выросли прекрасные педагоги, кандидаты и ученые физики и математики. Ну что, друзья, нам уже поступают поздравления на наш номер телефона, и хотелось бы сейчас зачитать одно из них. Дорогих коллег из Солнечнинской школы Усьмайского района, поздравляю с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Желаю вам самого главного для учителя — видеть, что ваши силы, терпение и забота превращаются в знания ваших учеников и откликается в них благодарностью. Радости, здоровья, вдохновения и успехов во всем. Ваш В.А. Ну что, мы присоединяемся к поздравлениям, также поздравляем всех учителей. Ну а в День учителя кто же должен быть гостем в нашей студии? Конечно же, учитель. Я представляю вам Павла Караульного, учитель математики Якутской городской классической гимназии. Павел Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем с того, вот с чего начинается утро учителя математики. Ну, спешу вас разочаровать. Оно, наверное, ничем не отличается от утра обычного человека. Ну, то есть нам, учителям математики, также ничто человеческое не чуждо. Мы также умываемся, приводим себя в порядок, собираем детей в школу. Поэтому, ну, я даже не знаю, что вам тут особенного сказать. Все как у всех. Конечно, как у всех. А скажите, почему выбрали профессию учителя и вот именно предмет математику? Это вообще был как бы изначальный такой выбор или как-то пришло со временем? Ну да, наверное, вот как говорят, не мы выбираем математику, а математика выбирает нас. Не могу сказать, что я вот просто учился и в какой-то вдруг момент подумал, а вот почему бы не стать математиком? Нет, просто с детства нравилось, в школе просто вот занимался и, в общем-то, да я даже когда в университете учился, я не знал, что я стану именно вот учителем. То есть меня, если в детстве спрашивали, кем ты хочешь стать, ну, наверное, говорил там пожарным, спасателем, не знаю,
Учителем стал совершенно случайно. Ну, занимался с детьми по подготовке к Олимпиаде. Мгм. И вот Наговицына Нина Александровна, учитель математики, как раз вот городской классической гимназии, я у них там проводил занятия, она меня пригласила, ну, у них освободилось место, ну, и я подумал, ну, почему бы и не попробовать себя. Ну, а потом уже, когда стал работать там и разговаривать с другими учителями, оказалось, что учителями, оказывается, многие становятся вот так вот просто по воле случая. Проходили мимо, и вот как-то так. А вы готовили детей к Олимпиаде по какому предмету? По математике? Ну, разумеется, да, по математике. Так что вот как-то так. А вот что делать, допустим, если у ребенка вот есть такие проблемы с математикой, как можно ему как бы мотивировать его? Ну, если проблемы, ну, собственно, что делать? Заниматься. В основном проблемы с математикой, ну, в большинстве случаев, это просто лень. То есть дети просто сегодня, особенно такое время, когда у детей всегда есть чем позаниматься, вместо того, чтобы учить уроки, они любят играть в компьютерные игры, общаться в интернете, в соцсетях, ну и, в общем-то, просто не уделяют достаточно много внимания. Мгм. Поэтому, ну, я бы просто присмотрелся к ребенку, если он действительно просто ленится, просто не хочет заниматься, ну, нужно просто с ним разговаривать и стараться помочь своими силами. К репетиторам обращаться я бы советовал только, ну, в каких-то экстренных случаях, если ребенок, допустим, пропустил ну, там, месяц, допустим, по болезни. Ну, то есть, ну, это примерно так же, как, знаете, в жизни. Если у вас просто заболела голова, вы выпили таблетку, и никаких проблем. Если же у вас это какая-то систематическая проблема, ну, тогда вы уже обращаетесь к врачу. Поэтому, ну, в большинстве случаев я бы просто посоветовал, ну, собственно, стараться. То есть школьная математика, ну, это такой же предмет, как и все остальные. Здесь просто нужно, ну, немножечко усилий. То есть учить правила, выполнять домашние задания, честно их выполнять, потому что не секрет, что сегодня у детей есть вот, доступ в интернет, телефоны, там, специальные часы, и, в общем-то, списывают все, что можно сейчас. Вот эти вот... Калькулятор в свободном доступе. Да, да, и поэтому... Вот если они будут относиться к учебе добросовестно, стараться, ну, то проблем у них не будет. Мгм. Ну, Павел Владимирович, мы продолжим разговор через некоторую паузу. Ну, а я напоминаю, что сегодня, дорогие друзья, у нас День учителя. И, конечно, мы с Павлом Владимировичем, да, поздравляем учителей. Вы можете, кстати, отправлять вопросы, ваши вопросы на наш номер 8 914 273 44 88. И я думаю, что Павел Владимирович успеет на них ответить. Ну, а сейчас мы прервемся на небольшую паузу. И после нее продолжим наш разговор с нашим гостем. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Республиканском реабилитационном центре у граждан, прошедших военную службу на Украине, есть возможность получить помощь специалистов. Лечение могут пройти как добровольцы, так и служившие по контракту. Специалист отметил, что подбирают индивидуальные методы лечения относительно каждого бойца. Главное внимание центр уделяет психологической помощи. Всего с июля текущего года реабилитацию прошли 11 военнослужащих. Пациенты поступают после боевых ранений. Это последствия закрытых черепно-мозговых травм, ранения опорно-двигательного аппарата, то есть различные осколочные ранения, переломы. Но чаще на первый план это выходит функциональное расстройство центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, тревожно-депрессивные состояния и чаще это нарушение сна. Четырехразовое питание, психологическая помощь и массаж. Ну, все как положено, как человеку. Отношения хорошие, очень персоналом. Планы по заготовке сена полностью выполнили Намский, Хангаласский и Усть-Майский районы. Более чем 90% от плана заготовили Амгинский, Мигино-Кангаласский, Татинский, Чурапчинский районы и город Якутск. Об этом стало известно на брифинге о кормозаготовке. Всего в республике готово 385 тысяч тонн сена. Это 87% от годового плана. На сенокосе продолжают работать 57 мобильных бригад. Снять пошлины на ввоз овощей и фруктов предложили ритейлеры. Ассоциация компаний розничной торговли направила письмо в Минсельхоз с просьбой обнулить пошлины на ввоз некоторых овощей, фруктов, морепродуктов, орехов, кофе и других позиций.
В то же время в министерстве уточнили, что вопросы таможенно-тарифного регулирования относятся к компетенции подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Минвостокразвития России. Сейчас импорт товаров, которые Аккорд предложил освободить от платежей при ввозе в страну, облагают пошлиной от 3 до 15%. В преддверии Дня учителя состоялась торжественная церемония возложения цветов народному учителю Советского Союза Михаилу Андреевичу Алексееву. В мероприятии приняли участие члены правительства, делегаты съезда, ветераны, педагоги, молодые учителя и ученики средних школ. Напомним, в республике проходит педагогическая декада, основное мероприятие которой – 14-й съезд учителей и педагогической общественности «Открытое образование. Пространство возможностей». Пленарная сессия съезда намечена на сегодня. Рассмотрят стратегию развития системы образования до 30 года. Разработают комплексный план. Нашему народному учителю СССР, учителю с большой буквы, мы его всегда почитаем, вспоминаем. И в эти дни, в преддверии съезда, в преддверии Международного дня учителя, еще раз о нем будем вспоминать. Съезд начинается с сегодняшнего дня. Я думаю, интересная, насыщенная программа. Каждому делегату будет интересно и пройдет очень насыщенно, творчески. Я желаю просто удачи всем делегатам. Якутский фильм попал в национальный конкурс фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. В число 15 документальных работ национального конкурса вошел фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход». Отмечается, что конкурсанты были отобраны из почти 500 заявок. Фильм «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который проводит месяцы в полуразрушенной хижине где-то у холодного Чукотского моря. Он прогуливается по берегу, сканируя горизонт в ожидании природного катаклизма, масштаб которого сложно представить тем, кто никогда не бывал в Арктике. Но мы приветствуем всех тех, кто к нам присоединился в эфире «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. И у нас продолжается беседа с Павлом Караульным, учителем математики Якутской городской классической гимназии. Ну, Павел Владимирович, мы остановились на теме, вот, как смотивировать, да, ребенка учить математику. Я так понял, что к репетитору нужно обращаться в крайнем случае. То есть нужно его как бы заставить не лениться, правильно? Все верно. Ну, а все-таки, допустим, если... Можно ли, допустим, научить полюбить математику ребенка? Или все-таки есть вот предпосылки у детей? Вот кто-то конкретно гуманитарий, да? А кто-то вот конкретно вот прямо очень хорошо склонен к математике. Ну, вы все правильно говорите. То есть, если ребенок не любит математику, не очень понятно, зачем его заставлять ее любить. Ну, то есть, о вкусах не спорят, соответственно. Но если ему не нравится, зачем его заставлять? Тем более, что, да, если у ребенка есть именно склонность к каким-то там гуманитарным наукам, ну вот пускай развивается в этом направлении. Вот на математике же вот, не сошелся ведь, да, как говорится, клином. Поэтому именно заставлять ребенка не нужно. Вот. Ну, я вот на своем опыте сейчас вспоминаю, да, как у меня было. Я учился в физико-математическом классе, но в то время это называлось так банковский класс, да, так было принято. Вот. А когда закончил, поступил в гуманитарный, то есть на филологический факультет иностранных языков, а по окончанию факультета иностранных языков стал работать системным администратором. То есть вот, и все время, видимо, метался между гуманитарными и техническими науками. Вот. Но хотелось бы спросить, вот меняется ли методика преподавания математики? Вот, современные дети, они совсем другие, допустим, нежели вот их сверстники, вот мы, например, да, те же 10-20 лет назад. Ну, именно с точки зрения методики преподавания мне сказать сложно, потому что 10-20 лет назад я сам не был учителем математики, и поэтому не знаю, какая была там методика. Ну, на уроки-то, конечно, ходил, но именно с позиции вот учителя, как они готовились к урокам, сказать сложно. Но думаю, что да, методика преподавания, конечно, кардинально меняется, потому что действительно вот эта цифровизация сегодня, она тоже диктует свои правила. Мы вынуждены тоже идти в ногу со временем, чтобы как раз вот
с детьми быть наравне, чтобы они видели в нас некоторого авторитета. Поэтому мы, конечно, стараемся подключать различные вот эти вот информационные технологии, то есть пользоваться какими-то интернет-ресурсами, различными приложениями там, для каких-то задач. Да и дети сами тоже уже сейчас не прочь. В телефонах существуют различные приложения, где сфотографировал пример, тебе полностью выкладывается все решение. Серьезно? Да, и вот в связи с этим как раз... Может быть, мы зря сказали это в прямом эфире, может, не все знали. Ну да, может быть. Ну и в связи с этим даже приходится также вот при подготовке, допустим, к тем же самостоятельным либо контрольным, буквально вот выдумывать примеры самому, потому что если их взять просто с какого-то задачника, будьте уверены, дети обязательно в интернете найдут этот задачник и даже решение к нему. Поэтому вот приходится вот как-то выкручиваться. То есть сам преподаватель, учитель математики готовит задачи для детей. Получается так? Да. Чтобы нельзя было их прогуглить. Здорово. Да, да. Скажите, а вот сейчас достаточно большое количество олимпиад проводится. Вот стоит ли ученикам участвовать в олимпиадах и что это дает ребенку? Ну, олимпиады — это немножечко другой мир. Скажем так, если школьная математика, это просто, как раз вот о чем я и говорил, это просто стараться, просто выполнять все задания учителя, и, в принципе, у тебя проблем быть не должно. Именно олимпиадная математика — это вот совершенно другой уровень, и поэтому, наверное, скажем так, попробовать-то себя стоит, просто в школьной олимпиаде поучаствовать, почему бы и нет. В конце концов, чтобы как раз понять, есть ли у ребенка какие-то вот именно задатки для решения олимпиадных задач, если не попробовать, мы никогда не узнаем. Потому что, нужно сказать, что иногда такая бывает ситуация, что дети просто как раз вот стараются, выполняют все задания, у них все хорошо, твердая 4, может даже 5, но вот олимпиадная математика, совершенно не для них. Поэтому, опять же, заставлять ребенка вот изучать эту олимпиадную математику, ходить на какие-то курсы, просто потому что это дает какие-то привилегии при поступлении, я считаю, что это излишне. Опять же, если ребенку не дано, не стоит вот из него пытаться вот что-то вытянуть. Потому что все-таки олимпиадная математика... да, действительно, вот чтобы заниматься олимпиадной математикой, наверное, должен быть какой-то вот врожденный талант. И наша задача как раз разглядеть таких учеников, и вот, собственно, работать именно только вот с одаренными детьми. И развивать. Да. Павел Владимирович, у нас есть замечательная возможность поздравить ваших коллег на камеру в этот замечательный день, праздник. Спасибо. Дорогие коллеги, дорогие учителя, поздравляю вас с этим праздником, с Днем Учителя. От всего сердца вам желаю здоровья, терпения, сил неиссякаемых, энтузиазма, творческих задумок, интересных уроков, больших достижений, и, конечно же, благодарных учеников. С праздником вас! Спасибо, Павел Владимирович. Мы вас также поздравляем с Днем Учителя и желаем всего вам самого наилучшего и хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Настоящий учитель не только тот, кто преподает предметы в школе, а в первую очередь наставник, человек, который мотивирует, заряжает детей на будущие достижения и открытия. В селе Немигю Хангаласского района живет именно такой увлеченный энтузиаст, краевед, руководитель школьного кружка Лияда Прокопий Наговицын. Для школьников он организует самые настоящие научные экспедиции, где они находят зубы древнего мамонта, черепы бизонов и других древних животных. С юными палеонтологами и их руководителем встретилась наша съемочная группа. Это череп овцы-быка. Он жил в Якутии когда-то. Умер явно несколько тысяч лет назад. Шестиклассник Нюргун Третьяков может многое рассказать о древних обитателях животного мира Якутии. Во дворе своего учителя мальчики и девочки гурьбой любят собираться в любое время года. Ведь тут настоящая научная лаборатория. Вместе одновременно играют и готовят свои научные доклады. Но самый интересный этап работы для всех — экспедиции по родному краю, где ребята ведут поиски останков древних животных и растений. С пайком должны быть, хорошая одежда, теплая. И если мы идем за трилобитами, каламитами, мы должны обязательно носить с собой лупы, чтобы разглядывать их. Прокопий Романович знает очень много, и я это все рассказываю, когда мы находим что-либо и когда либо ищем. О своем наставнике в мир науки ребята отзываются только в превосходной степени. Он находит общий язык со всеми, с маленькими детьми, со старшими детьми. И вот
поэтому он нам очень нравится. Всегда он смешной, веселый и очень интересно рассказывает. Нас всегда увлекает, и мы получаем большой кругозор. Полина Парфенова занимается в краеведческом кружке уже 8-й год. Ее научный доклад об образах клюкоголовых лошадей занял призовые места в республиканских и даже международных олимпиадах. Хочу найти еще больше артефактов. Вот я участвовала в международных интеллектуальных играх. Я получила 3-е место, и вышла газета со мной. Вот. И там мне эксперты подсказали, что можно еще в каких-то музеях посмотреть. Там музей Мамонта, музей Хамуса. Интерес к науке, которым их буквально заражает учитель, многие из ребят продолжают уже в своих будущих профессиях. Ведь багаж знаний, который дает им Прокопий Романович, настолько серьезен, что их деятельностью интересуются и даже официально сотрудничают российские ученые. И Якутия очень огромная, ученых мало у нас, поэтому они дают задания, и мы стараемся эти задания выполнить. Поэтому у нас четко установленные задания, и именно называется экспедиция, потому что с нами ходят, к нам приезжают ученые. Это не просто экскурсия, не просто туризм, а именно научная работа. Этим летом в гаражный конференц-зал, как в шутку называет Прокопий Романович свой двор, приезжал даже ученый с мировым именем, академик Алексей Розанов. Российский ученый с подачи местного краеведа уже 5-й год изучает месторождение трилобитов на Еланке. Мы воспитываем экологов и через них патриотов. Дети, которые знают свою родину, что у нас водится, какие ценности есть. За почти 30 лет работы через краеведческую экспедицию «Илиада» прошли тысячи детей, которые благодаря самоотверженному и бескорыстному труду своего наставника не только получили широкие знания в разных областях науки, но и полюбили свой родной край, так же, как и их учитель. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Хангаласский улус. Еще одна не круглая, но знаменательная дата отмечается сегодня. 5 октября исполняется 111 лет со дня открытия одного из первых каменных зданий в Якутске, ныне исторического здания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Сегодня этот объект представляет собой памятник архитектуры и уникальный пример инженерного сооружения на территории вечной мерзлоты начала 20 века и сыграла огромную историческую роль в культурной и духовной жизни Северного края. Об истории этого здания мы расскажем далее. Строительство одного из первых крупных архитектурных сооружений в Якутске началось в 1909 году. Проектировал здание известный инженер-архитектор Клементий Лишевич, который жил и работал в Якутске с 1907 по 1913 годы. Примечательно, что объект строился на частные пожертвования и средства состоятельных людей-меценатов. Известно, что сам губернатор Иван Крафт, инициировавший стройку, внес 1500 рублей. Необходимые средства удалось собрать за рекордные 3 года. Сумма накопилась до 70 тысяч рублей. Это огромные деньги в начале 20 века. И вот строительство длилось 3 года. В течение этих 3 лет пожертвования шли. Первоначальных средств не хватало. Вот жертвовали. И вот в 1911 году было торжественное открытие вот этого здания. Немногие знают, что здание Национальной библиотеки изначально задумывалось не только для размещения здесь публичной библиотеки. 5 октября 1911 года, когда открывали здание, в нем помимо библиотеки был и областной музей. Экспонировались предметы быта, минералы, чучела животных, обитающих в Якутии. Сохранились фотографии, очень интересные экспозиции в этом здании. И на 2-м этаже публичная библиотека. Тут же еще в этом здании находились квартиры сотрудников музея и библиотеки. Музей существовал до революции, то есть где-то в 1919-20 году музей из этого здания попросили, но по причине того, что это здание в центре города, в таком центральном месте, одно из немногих каменных зданий, достаточно просторные, опять же, по тем временам помещения, и в этих помещениях очень часто происходили различные
революционные заседания. Еще одним малоизвестным фактом можно отнести то, что здание имеет отношение не только к истории библиотеки, музея, но и к истории кинематографа в Якутии. Именно здесь в 10-х годах 20 века проходили первые кинопоказы в Якутске. В советское время сильно обветшавшее здание долгое время находилось в аварийном состоянии и было отреставрировано с учетом современных требований к книгохранению. В 2001 году началась реставрация данного здания, потому что он уже был в аварийном состоянии. Реставрацию проводил реставратор Рудольф Шельц. Во время реставрации полностью поменяли фундамент, оконные проемы были изменены, внутреннее убранство сохранено. В 1992 году указом президента республики здание Национальной библиотеки отнесено к особо ценным объектам национального культурного достояния. Историческое здание не только уникальный архитектурный памятник, но и центр коллаборации науки и искусства. Здесь проходят презентации книг, музыкальные вечера, научные семинары. А в самой библиотеке хранятся лучшие произведения малочисленных народов Севера, русского, якутского и зарубежного документального наследия. Туяра Филиппова, Семен Афанасьев, Якутск. Доброе, бодрое утро. Ну, а если кому-то тревожно, неспокойно этим утром, попробуйте помедитировать, заняться дыхательной гимнастикой. Многие привыкли принимать успокоительные средства на основе трав, к примеру, пустырник. Но насколько он эффективен и как его правильно принимать, посоветует наш доктор Татьяна Кехтер. Доброе утро! Почти в каждой домашней аптечке есть универсальное средство против всех тревог пустырник. Считается, что он совершенно безопасен, но так ли все просто? Пустырник – растение семейства мятных. С латыни переводится как «львиный хвост». Используется как седативное средство для лечения расстройств центральной нервной системы, неврозов различного характера, нарушений сна. Растение обладает диуретическим действием, поэтому его применяют в борьбе с отеками, в том числе на фоне сосудистых и сердечных заболеваний, как средство, снижающее артериальное давление и уменьшающее частоту сердечных сокращений. А действует или нет? В России состоялось исследование, в котором приняли участие 50 человек. В течение 28 дней они принимали 1200 мг масляного раствора пустырника. Уменьшение симптомов тревоги и депрессии наблюдалось у 32% пациентов, умеренное улучшение у 48% и слабый эффект у 8%. 12% пациентов не ответили на терапию. Пустырник обладает кроверазжижающим действием. При совместном использовании с варфарином могут возникнуть кровотечения. Пустырник относится к лекарственным травам, которые противопоказаны при беременности. Это связано с тем, что пустырник вызывает сокращение матки, что может привести к выкидышу. При лечении необходимо учитывать противопоказания. В качестве успокоительного или мочегонного средства пустырник используется в пропорции 1-2 чайные ложки высушенной травы на стакан кипятка. Лекарство считается готовым уже через 10 минут за сутки. Употреблять не больше 2 стаканов такого чая. Курс длится не более месяца. Важно! При любых заболеваниях препараты пустырника должен назначать только врач, подбирая их форму и дозу. Не знаю, принимает ли героиня нашего следующего сюжета пустырник, но смею предположить, что свои особые секреты долголетия у нее все же есть. Свой 101-й день рождения отмечает в эти дни жительница поселка Хандыга, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник связи Якутии Любовь Калабина. В свой 101-й день рождения Любовь Николаевна Калабина стала почетной старейшиной Республики Саха-Якутия. В свои годы Любовь Николаевна все такая же шутница и оптимистка. Мне уже тяжело носить. Я уже жилетку уже не ношу, а некуда прицеплять.
Любовь Николаевна в девичестве Толстоброва в 1942 году была призвана в Красную армию. Ей было 19 лет. Служила в отдельном зенитном дивизионе войск противовоздушной обороны, который защищал важнейшие объекты Ленинграда от налетов немецкой авиации. Даже в 101 год она сохранила солдатскую закалку ходить. Секрет своего долголетия тоже видит в привычке не сидеть дома, а постоянно двигаться. Устала я лежать. Давно уже более 4-й год. Хочется побегать, в тайгу сходить, на Алдане посидеть на берегу. Вот подружки вот ловят рыбку, а я лежу. Хочется ходить. Привыкла я. Потихоньку хожу вниз, спускаюсь, но этого мало. Свой день рождения Любовь Николаевна справляет дважды. По паспорту 28 сентября и 30-го, в День Ангела. Так что гостей в эти дни не перечесть. Самые важные – это школьники Хандекской средней школы и ученики Тампонской гимназии, которые всегда с волнением и гордостью поздравляют ее. Достигли в жизни героических побед. Мы голову перед вами преклоняем и в день рождения желаем вам добра и многих лет. Для школьников единственный из оставшихся в Тампонском районе боевой ветеран войны Любовь Калабина – настоящий герой Великой Отечественной, пример мужества и отваги. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Ну а сейчас, дорогие друзья, подошло самое время передать слово нашим новостным коллегам. Мы узнаем самые актуальные новости к этому часу. Коллеги, приветствую еще раз. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Новое тематическое направление добавлено в текущий конкурс Фонда президентских грантов. Это поддержка семей, участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. В связи с этим прием заявок на конкурс продлен до конца октября. При этом сроки подведения итогов конкурса и начала финансирования поддержанных проектов остаются прежними. Такие решения принял Координационный комитет. Традиционно некоммерческие организации Якутии ежегодно занимают на Дальнем Востоке лидирующие позиции по количеству поданных заявок. А в этом году по сумме привлеченных средств республика на 3-м месте после Приморского и Хабаровского краев. Дорожники Якутии в октябре заасфальтируют свыше 50 километров автодорог. В целом, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтируют порядка 290 километров дорог. По региональному проекту «Дорожная сеть» в этом году ведут серьезную работу. Планируют обеспечить ввод 289 километров автодорог. Из них почти 255 километров по региональным дорогам и 35 километров в Якутске. На сегодня укладка верхнего слоя дорожной одежды – это 130 километров или 45% от годового плана. Осенью теплых дней становится меньше, а их продолжительность короче. В это время многие начинают испытывать апатию, упадок сил, тревожность и проблемы со сном. Как отмечают психологи, осенняя хандра – это обычная реакция организма на смену сезона. К факторам появления осенней хандры относятся недостаток солнечного света, простудные заболевания, конец летних отпусков и начало нового рабочего и учебного года. Поэтому 2-3 недели в таком состоянии пробыть – это нормально. В это время нужно просто хорошо питаться, наблюдать за собой, да, общаться с близкими и, конечно же, снизить активность для того, чтобы дать сигнал мозгу, что все нормально, все в порядке, я сильно там не трачу ничего. Да? И таким образом, если в течение 2-3 недель, если это не проходит, состояние становится, может быть, хуже и так дальше, то, конечно, можно обратиться к специалисту. Вот уже 3-й год в Государственном театре эстрады в начале октября проводят Дни открытых дверей. Зрителям предоставляют уникальную возможность проникнуть за кулисы театра, посмотреть на то, что обычно скрыто от зрительских глаз. Работники театра проводят экскурсию по швейным цехам, мастерским реквизита и декораций. Гости могут увидеть гримерки любимых артистов, а также посмотреть и узнать о залах и музыкальном салоне театра. Кроме того, в Театре эстрады разместился небольшой музей, где можно познакомиться с концертными костюмами, афишами, пластинками и книгами, посвященными звездам якутской эстрады разных лет.
Для каждого зрителя интересно, что происходит за кулисами во время концертов. Интересно заглянуть в мастерские, как делают реквизиты, как шьются костюмы. Мы подумали, что это неплохо бы зрителей приобщить к театру еще больше. И, конечно, такое мероприятие, оно очень важно не только для взрослого человека, но и для студентов, как выбор пути своего, да? К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. И еще одна хорошая новость. К нам в Якутск приехала на гастроли труппа молодежного театра из Республики Коми. И сегодня в студии у нас директор театра Михаил Матвеев и заслуженная артистка Республики Коми Светлана Малькова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Но ваш приезд состоялся благодаря проекту «Большие гастроли». С чем вы приехали, какие спектакли покажете? Конечно же, очень большая радость для нас проехать почти всю страну, добраться до далекой Якутии. И привезли два спектакля. Спектакль «Сыктывкар», СКТВКР и «Игра Фанта». И как раз в течение 5 дней мы их будем показывать. И я думаю, что для зрителя это как раз разные спектакли и об истории республики, и о молодежных проблемах. Как раз этим будем радовать. А как часто вы выезжаете на гастроли? Ну, молодежный театр, конечно же, имеет историю не такую большую, как, скажем, наши коллеги здесь. Это всего лишь 3 года, это этап становления. Но уже какие-то поездки у нас случались, и последняя была из них, вот мы в Москве показывали спектакль «Сыктывкар». Угу. Но молодежный театр есть не в каждом регионе. Какие спектакли пользуются успехом у современной молодежи, и как вы составляете репертуар? Пожалуйста, Светлана. В нашем репертуаре есть спектакли Островского «Снегурочка», спектакль «Зверь», апокалиптическая история о том, как надо беречь свою планету. В частности, «Игра Фанты», которую мы привезли, и очень хотелось бы, чтобы зрители пришли не только подростки, но и родители пришли, посмотрели о проблемах молодежи, вечных проблемах, чтобы знать, чем занят твой ребенок. Чем он дышит, что он ест, с кем он общается, что он пьет, что он читает, что он смотрит, с кем он общается вне семьи, в школе, в техникуме, в колледже. В общем, все о проблеме подростков. Расскажите вот о коллективе вашего театра и традициях. Ну, вы сказали, что 3 года, но тем не менее, наверное, за это время уже есть какие-то интересные традиции, которые появились ну, именно в вашем коллективе. Конечно, молодежный театр базируется на базе академического театра драмы, и старые, добрые театральные традиции, они, конечно же, переходят. Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Когда мы ставили спектакль «Сыктывкар», конечно же, мы не предполагали, что у нас состоятся гастроли в Якутию. Но что случилось? Там у нас есть история про то, как на севере нашей республики, в Ижме, удалось посадить в аварийной ситуации самолет, который летел из Якутии в Москву. Помните эту историю 2010 года? Благодаря этому удалось спасти 81 человек. И вот, знаете, вот эта страница у нас попала в спектакль, мы играли много лет, и потом у нас подтвердились гастроли. Мы едем в Якутию, мы бы очень хотели видеть, может быть, тех людей, которые летели в этом самолете, может быть, тех близких, родных, которые знают о них. Вот такая история, вот, что называется, случилась, да? Не могли предполагать, но тем не менее это все состоялось, и мы сейчас в Якутии. Ну, я думаю, можно прямо сейчас пригласить. Да, даже... друзья, если кто-то вот знает об этой истории, пожалуйста, приходите на этот спектакль. Это, конечно же, будет очень интересно. Где он будет проходить и когда? Сегодня, завтра мы будем работать в Театре юного зрителя, именно показывать этот спектакль. СКТВКР. Отлично. Но вот насколько сегодня театры в регионах взаимодействуют, делятся опытом и как часто ездят друг к другу на гастроли?
собственно, ваш Михаил опыт? Николаевич, вы расскажите вы подробнее. Я, конечно, скажу в общем, слава богу, что есть программа «Большие гастроли». Это общая федеральная программа. Мы ездим по всей стране. На самом деле, наверное, театральная сфера сейчас вот в этом смысле поддерживается очень хорошо. Наш пример — Республика Коми. Мы и сами на севере живем, но тем не менее, от Архангельска до Дагестана, центральная часть страны, даже вот приезд сюда. Вот это как раз живые примеры, как работает программа. Ну, а артистические впечатления Светлана, я думаю, что добавит. Ну, вообще, это, конечно, счастье. Это же обмен энергетический и профессиональный. Мы знакомимся с артистами, делимся своими впечатлениями, своей работой, то, как мы строим нашу роль. Мне, например, было любопытно познакомиться с девочками, которые сопровождают нас уже второй день. Выясняется, что это работники театра, которые и артистки в том числе. Представляете, сколько у нас общего. Мало того, что они блещут на сцене, они ведут страницы в Инстаграм, они общаются в плане репертуара, да, находят материал для постановки, чтобы это было интересно. Меня поразило, что вы, в частности, театр юного зрителя, где мы будем работать, работают на 2 языках. Это так здорово. Когда встречаешь ребят, говорящих на своем родном языке, это так греет. Когда мы приземлились вчера, я была потрясена людьми, как нас встретили. Нас так ждали. И практически в каждых городах, где бы мы ни были, нас всегда так ждут. Я думаю, потому что мы, Михаил Николаевич, очень тепло встречаем тех, кто приезжает к нам, потому что это наши союзники, это наши единомышленники. Мы занимаемся одним, общим. Мы делимся, мы дарим искусство, мы стремимся к свету, к добру. Кто-то не любит понятие отражения жизни, но я считаю, что мы действительно отражение жизни. Как надо и чего не стоит делать в этой жизни. Хочу добавить, что наши коллеги были же у нас на гастролях в начале лета, и мы их тепло принимали. И когда мы расставались, они говорят: ну вы приезжайте, мы вас тоже тепло встретим. Так и случилось. Очень тепло, очень хорошо. Приходите на наши спектакли, я думаю, что это будет интересно и полезно. А познакомьте нас поближе с вашей труппой, вот с составом. Сколько человек? Михаил Николаевич, можно я чуть-чуть расскажу? Конечно, Да? конечно, о коллегах, пожалуйста. Значит, в этих 2 постановках заняты как артисты, которые уже имеют огромный опыт работы на сцене, на площадке, так и молодые люди, которые совсем недавно окончили колледж искусств Республики Коми, получили актерское образование и закончили свое высшее образование в вузах всей страны. ГИТИС, Щук, Екатеринбург, Ярославский театральный институт. Это наши выпускники. Они выросли в стенах нашего театра. Пришли детьми 16 лет. Сейчас это уже ребята, которые старше 20. Их знают уже наши зрители, любят, приходят на их постановки. Более того, мало того, что выросли артисты, у нас теперь уже и режиссеры. Поэтому, Михаил Николаевич, я поздравляю нас с вами с праздником Днем Учителя, потому что педагогической деятельностью мы занимаемся в том числе. И радостно, когда у ребят наших уже такой успех, зрительский успех. Их любят, к ним хотят приходить, хотят их увидеть. Да, Светлана много лет уже занимается как раз преподаванием актерского мастерства, и я думаю, что это как раз в полной мере относится. Я, может быть, больше воспитываю. Мы занимаемся общим делом, воспитываем новое поколение, и радостно, что наши дети не стремятся улететь из республики, они остаются у нас. И говорят, кстати, тоже и на коми языке. Не все, правда, но тем не менее говорят. Носители языка, язык продолжает жить. Ну и «Тув Свьемойт», спектакль на коми потрясающий совершенно спектакль «Тув Свьемойт» — это «Снегурочка» на коми языке Островского. Если когда-то вдруг получится побывать в нашей республике и увидите в афише, приходите, вы останетесь очень довольны другим прочтением классического произведения. Вот и мы очень бы хотели, сейчас пока ожидала нашей встречи, увидела театр эстрады, очень бы хотела бы там побывать, очень бы хотела увидеть. Меня восхищает все, что связано с национальными традициями. Ну, я думаю, это не будет проблемой. У вас очень вас хорошо принимают. Я видел девушку, да, вот, с которой вы приехали. Любовь.
Ну, а какие ожидания от гастролей в Якутске? Вот, ну, ваши ожидания. Я думаю, что это на самом деле будет такой исторической страницей уже, потому что преодолеть 8000 километров – это уже сам по себе факт исторический. И слава богу, что получилось. И я думаю, что и обмен между двумя театрами, увидеть воочию кухню наших театров, увидеть нового зрителя, для артиста это всегда важно. Казалось бы, спектакль играется много раз, но тем не менее на новой площадке с новым зрителем это как впервые. И мы, конечно же, в ожидании, в предвкушении от этой встречи. Замечательно. Но я думаю, что наши зрители тоже. Вот я сейчас с вами общаюсь, у меня прям мурашки. Вот я чувствую вашу энергетику какую-то, да, то есть я думаю, что на спектакле это будет просто очень-очень интересно. Я предлагаю сейчас еще раз напомнить, где и когда будет проходить ваш спектакль. Дорогие друзья, Театр юного зрителя с 5 по 9 2 замечательных спектакля. Приходите, поддержите нас, поддержите ваших коллег, ваших сотрудников Театра юного зрителя. Я думаю, что это будет большое интересное событие в культурной жизни Республики Саха-Якутия. Но мы желаем вам отличных гастролей и хорошего, отличного дня. Спасибо. Спасибо за такой теплый прием. Спасибо. Но осенью радуют не только новые театральные постановки, но и просто осенняя природа. И так хочется запечатлеть эту красоту. Можно заказать профессиональную фотосессию, а можно повторить советы профессионалов, которые можно найти в интернете. Берем фотоаппарат и проверяем лайфхаки. Первое правило – выбрать выигрышное время съемок. Фотографы советуют предобеденный период с 10 до 12 часов, либо после 17 часов, когда свет мягкий. В это время особенно хорошо ложатся тени, черты лица смягчаются, можно очень красиво снять профиль. В выборе одежды можно пойти двумя путями. Стандартный – краски осени – это бордовый, горчичный, зеленый или коричневый, либо контрастный – черный, серый или белый. Также будут здорово смотреться реквизиты в виде шляпы, шарфы, термос или кружки. Отлично подойдут пледы, палантины. Следующий совет – следите за руками. Многие люди теряют контроль над руками, но для хорошего кадра нужно сделать позу более естественной, убрать напряжение. Для этого лучше всего занять чем-то руки. Еще один важный момент – оставить фальшь. Наигранный смех и широкая улыбка уже прошлый век. Не выдавливайте из себя эмоции, наоборот. Попробуйте обыграть в кадре спокойное и умиротворенное настроение этого времени года. Улыбайтесь едва заметно, задумчиво глядя вдаль. Хотя все зависит от человека, на мой взгляд, улыбка – это всегда здорово. Следующие советы фотографа по поводу портрета. Пора забыть о лежании в сухих листьях. Лучше сделать эффектный портрет. Но не стоит просто смотреть в камеру на фоне пожелтевших кустов. Работает все тот же совет – смотреть вдаль за кадр. Но лицо должно быть близко, на этот раз оно делает кадр. Можно добавить руки, легко взяться за шляпку или подправлять волосы. В осеннее время реквизитом могут быть не только принесенные вещи, но и природа. Найдите интересный рельеф, лучше всего подойдут старые деревья или кусты. И тут уж воля вашей фантазии. На таких фото главное не оставить без внимания задний фон. Хорошо, если там будут ветки и листва. Главное не пустое пятно. И в завершении эфира, как после хорошей трапезы, предлагаем отведать десерт. Притом не традиционный, сладкий, мучной, а необычный и полезный для здоровья. Ксения Корнеева из Архангельска создает оригинальные кондитерские изделия со вкусом овощей или других нетипичных для десерта продуктов. Свое домашнее производство Ксения называет фабрикой экспериментов «Жуан Дон». Меню кондитера включает в себя 25 видов мороженого, в том числе со вкусом можжевельника, томатов и кедра. В овощной линейке есть десерты из картофеля, моркови и тыквы. Помимо мороженого, Ксения экспериментирует и с другими сладостями. Так, в результате одного из экспериментов кондитер испекла картофельный торт. Девушка рассказала, что выбор нестандартных ингредиентов для сладостей обоснован индивидуальным вкусом овощей и их натуральностью. Овощные десерты я начала делать осенью, естественно, потому что, понятное дело, у нас урожай. И, как я уже говорила, да, вообще овощ, он, в принципе, продукт такой интересный, потому что он полностью натуральный, всегда со своим характером, даже несмотря уже на какую-то отработанную рецептуру. Все равно каждый овощ, он индивидуален. И это очень интересно в работе. И к
К тому же обладает овощ достаточно нежным вкусом, поэтому приходится именно проявлять фантазию, чтобы именно возвести овощ на пьедестал и не забить его ни в коем случае никакими другими ингредиентами. Поэтому сейчас в овощной линейке есть десерт из картофеля, из моркови, из тыквы, из мангольда. Овощной десерт, он остается десертом, то есть получается он сладкий, естественно, но в то же время мы чувствуем вкус овоща. Но, конечно же, сахаром в этом случае еще надо быть аккуратнее, потому что сахар, он любит перебивать и оттягивать на себя внимание. Поэтому мы должны прямо добавлять сахар как соль. Ксения также поделилась, что при приготовлении десертов используют минимальное количество сахарного песка. По словам девушки, сахар может перебить естественный вкус овощей. Посетители кофейни, где представлены десерты Ксении, пробуют необычные сладости с удовольствием. Я давно, в принципе, знаю Ксению. Мы с ней работали в одном прекрасном заведении нашего города. Она рассказала, что начала заниматься своей деятельностью. Мне это вызвало очень большой восторг, потому что я знаю, как она подходит качественно к продукту и что она может из этого сделать. Она презентовала, в принципе, всю свою линейку интересного мороженого, я бы так назвал его крафтовым. И мы его внесли полностью в меню нашего заведения. Я вообще люблю необычные вкусы. Мне было интересно, когда я подошла посмотреть, какой ассортимент. Вижу, что есть мороженое с травой. Мне очень нравятся такие необычные свежие вкусы. Я решила попробовать и сразу с какое-то воспоминание, как лето. Очень приятный свежий вкус, и мне очень понравилось. Действительно очень вкусно, натурально. Я обязательно буду приходить и пробовать еще. Сегодня десерты Ксении можно встретить в нескольких кафе Архангельска. Кондитер продолжает экспериментировать и мечтает выйти за рамки домашнего производства. Ну а мы желаем вам, наши любимые телезрители, пусть ваше утро будет красивым, вкусным и полезным, как эти десерты. Ну и, конечно же, хотелось бы еще раз поздравить всех учителей с их профессиональным праздником, пожелать отличных учеников, хорошего настроения и, конечно же, энергии. Ну а, дорогие друзья, завтра в это же время мы увидимся с вами на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Не забывайте про наш номер 8 914 273 44 88 и телеграм-канал «Утро Якутии», куда вы можете отправлять ваши поздравления, пожелания и вопросы нашим гостям. Ну что, всем бодрого утра, отличного дня, настроения. До новых встреч!